Знаете, я очень рад, что вот как только мы обратились за помощью к волонтерам, уже несколько сотен, если не ошибаюсь, там 500-600 ребят уже по состоянию на вчерашний день уже объединились в это волонтерское движение по республике. И они, конечно же, в первую очередь сегодня оказывают поддержку лицам пожилого возраста. Вот им можно и через горячую линию как бы их найти. Уверен, что сами волонтеры тоже свои адреса сейчас достаточно активно размещают, это движение. И в итоге они, конечно, вот мы уверены, что помогут и по продуктам доставки, по доставке лекарств, ну и по решению каких-то житейских вопросов. Вопросы же людей не ограничиваются тем, что надо поесть и лекарства выпить. Как всегда у кого-то возникают бытовые вопросы, что-то сломалось, там что-то надо починить, какие-то документы откуда-то забрать, принести. И в этой части вот волонтеры, конечно, будут помогать. Я очень рад, что в нашей республике вот такое большое количество молодых, неравнодушных людей. Это просто очень дорого стоит. И вообще у нас люди очень неравнодушные. Вот тот же пример наших IT-компаний, Майтоны, Индрайвера, Арсена Томского, которые из своих личных средств 45 миллионов рублей перечислили фонд Харасхал для поддержки как раз медицины. И на эти средства сейчас закупаются и аппараты ЭКМО, аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы к ним, которые очень важны. И я уверен, что это вот спасет реально людские жизни. Компания ЕТЭК сейчас тоже, осознавая свою ответственность социальную, тоже перечислила 50 миллионов, тоже необходимое медицинское оборудование закупается уже через фонд будущих поколений.